Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о эпидситуации в нашей республике. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной, подконтрольной органами государственной власти и органами местного самоуправления на территории республики. Зарегистрировано 148 новых случаев новой коронавирусной инфекции в столице нашей республики. Количество случаев 75. К сожалению, количество случаев в столице республики не уменьшается. Отмечаются случаи возврата из отпусков и нарушения гражданами, вернувшихся из отпусков, установленного режима, согласно которому при выходе на работе в обязательном порядке требуется соответствующий ПЦР и соблюдение мер, которые должны исходить из мер безопасности каждого гражданина, которые связаны с самоизоляцией. В Молданском районе зарегистрировано 13 случаев, по 10 случаев продолжает фиксироваться в Мирнинском и Абиконском районе, 8 случаев фиксируется в Сунтарском районе. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я обращаю внимание на то, что в результате погодных условий нам действительно достаточно сложно сегодня работать непосредственно санитарной авиации, поэтому основная помощь в таких районах, в которых тяжелых больных, как правило, вывозили непосредственно наши центры, оказывается через телемедицинские консультации. В Нижнегринском и Чурапчинском районе по 5 случаев, в Вилюйском, Ленском, Татинском и Хангаласском по 3 случая, в Амгинском, Мигино-Кангаласском и Намском районах по 2 случая. Необходимо обратить внимание на достаточно устойчивое, постоянное выявление количества случаев в Амгинском районе. И, к сожалению, вновь появилось большое количество случаев в общей массе за неделю в Мигино-Кангаласском районе. По одному случаю фиксируется в Алайховском, Горном, Кобяйском и Салданском районах. Если исходить из характеристики заболеваний на территории республики, то необходимо обратить внимание, что большинство заболеваний фиксируется в семьях, и часть заболеваний есть в местах совместного проживания граждан, коллективного совместного проживания граждан. За сутки нами проведено 3164 исследования, поступило 315 555 доз вакцин. Первую вакцину в республике уже получили 289 225 человек. На территории республики использовано 92%, 14% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Во всех поликлиниках республики у нас присутствует вакцина, за исключением тех поликлиник, в которых вывести вакцину мы не можем в силу, опять же, природно-климатических условий, связанных с пожарной обстановкой в республике. Министерство здравоохранения совместно с Министерством транспорта отслеживают логистику поступления вакцины. Учреждения здравоохранения на местах ведут соответствующий список. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, я напоминаю, что с понедельника, с 15 августа 2021 года в соответствии с постановлением главного санитарного врача по Республике Саха-Якутия будет непосредственно осуществлено, работодатели обязаны будут осуществить отстранение без сохранения заработной платы работников, которые не прошли вакцинацию. Соответственно, и после подобного рода действий относительно работодателей будут совершены проверки, которые проведет Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. В связи с чем обращаю ваше внимание на то, что по действующим нормативам, по действующим методическим основаниям, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, есть 3 категории лиц, к которым относятся беременные, кормящие, дети и, соответственно, у нас лица, которые имеют медицинский отвод в силу непереносимости компонентов, которые входят в саму вакцину относительно данных граждан, и граждан в том числе переболевших, которые непосредственно до 6 месяцев должен быть применен непосредственно режим, как правило, удаленной работы. Благодарим вас за предоставленную информацию. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. Вы смотрите новости в студии. Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска.
На территории Кибикюнского наслега в поселке Фрунзе пожар наблюдается в 3 километрах от поселка. На борьбу с огнем вышли огнеборцы и местные жители. Аэропорт Якутск не принимает самолеты. Причина всему – плохая видимость. Из Якутска на границу с Намскими горными улусами выехали добровольцы для усиления группировки огнеборцев, которая в настоящий момент работает на участке. В республике продолжается сложная лесопожарная обстановка. На сегодняшний день на территории Якутии действует 171 лесной пожар на площади почти 4 миллиона гектаров. Тушится 62 возгорания, локализовано 8, ликвидировано 18 и обнаружен 21 новый пожар. Для тушения лесных пожаров на территории Якутии задействованы привлеченные дополнительные силы. Это личный состав Минобороны Российской Федерации в количестве 128 военнослужащих и силы спасательных центров МЧС России в количестве 48 сотрудников. На особом контроле находится 14 населенных пунктов. Мы провели оперативное совещание по итогам правительственной комиссии, где провел Зиничев, министр МЧС, и принял участие Айсен Сергеевич. Нам поставлена задача распланировать работу вновь прибывающих сил и средств МЧС Российской Федерации. Дополнительно прибывает Ми-26 ВСУ на 15 тонн и Ми-8. Оперативным штабом принято решение задействовать эти воздушные суда на тушение лесных пожаров, которые уже перешли границу Намского и городского округа город Якутск. На территории Кибикюнского наслега в поселке Фрунзе борьбу с огнем ведут 264 человека и 29 единиц техники. Как рассказал глава наслега, пожар наблюдается в 3 километрах от поселка. Вокруг образована трехполосная минерализованная полоса, ведется вырубка леса. В целях безопасности из поселка выселен 51 человек, из них 28 детей. Их расположили во временном эвакопункте в Маймаге. Помощь местным жителям и добровольцам оказывают бойцы группы Карельского центра авиационной и наземной охраны. Ими организуются отжиги. Местные жители и добровольцы как могут помогают своими силами. Женщины на местах посменно готовят еду. А мы вот приехали во вторник, нас 6, да, девчонки? 6 приехало, потом мы здесь базу оборудовали, и с этого момента уже не прекращая готовим. Ночная у нас тоже смена есть, местные девчонки нас вечером заменяют. Также ситуация с лесными пожарами в селе Орто-Сурт горного района по-прежнему сложная. На сегодняшний день в 2 сторон на село идет огненная полоса. Особенно опасное положение с пожаром, который образовался при соединении 2 лесных очагов со стороны сел Кептин и Асыма. На тушение огня работают 38 огнеборцев и 6 единиц техники. Сельчане по призыву местной администрации вышли на защиту родного села. Они ведут масштабную работу по минерализации противопожарной полосы. Сейчас ведем противопожарную полосу в 5 километрах запада от села до трассы, федеральной трассы. У нас приехала техника, трактор Т-150 с плугом. Сейчас вот работает. Начали с сегодняшнего дня. Нормально идем. Дай бог, все хорошо получится. Один из 3 крупных лесных пожаров возле села Едяй Хангаласского района локализован. Остальные 2 тоже практически локализовали. Там сейчас полным ходом идут работы. Спасатели, администрации района и села совместно с местным населением сделали вокруг населенного пункта опашку, расширяют минполосу и проверяют встречный отжиг. Координирует работы с жителями села глава Едяя Дмитрий Латышев. Режим эвакуации, который был введен в селе 2 дня назад, снят. В Едяй приехали помимо районных команды спасателей из Алдана, Благовещенска, и сегодня туда еще направят отряд федеральных спасателей. Из-за дыма от лесного пожара в Якутии перевернулась машина. Накануне ночью возле села Эргелях в Намском улусе в результате опрокидывания автомобиля пострадала женщина. ДТП произошло в условиях недостаточной видимости из-за дыма от лесных пожаров в темное время суток. В момент ДТП в салоне находился водитель с одним пассажиром, женщиной 1981 года рождения. Она получила закрытый компрессионный перелом позвоночника и была госпитализирована в хирургическое отделение
Намской больницы. Водитель был трезв и имеет 14 лет стажа вождения. Он не пострадал. Напомним, 2 августа в Горном Улусе произошел похожий случай. В аварии погибла семья из 3 человек. В момент происшествия также наблюдался сильный дым на дороге. Министерство транспорта региона убедительно просит гостей и жителей республики отказаться от длительных поездок в условиях ограниченной видимости. В случаях, когда поездку отложить невозможно, строго соблюдать правила движения на всех видах транспорта. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Российской Республики Саха-Якутия сообщает, по состоянию на 10 часов утра начата работа паромной переправы Якутск-Нижний Бестях караванным составом. В настоящее время осуществлена погрузка автомобилей на 5 паромов по маршруту Якутск-Нижний Бестях и на 4 парома по встречному маршруту. При этом продолжается перевозка авто и пассажиров через паромные переправы Сотинцы-Кангалас и Максагалох-Качекацы. Причем очевидцы в Хангаласском районе сообщают о большом скоплении машин на той переправе. Однако стоит отметить, что на сегодня паромам разрешено перевозить лишь по согласованию и единственно возможным караванным составом. А этот метод организован на переправе Якутск-Нижний Бестях. Поэтому на все другие паромные причалы направлены надзорные органы. Также в Минтрансе добавили, что движение маломерных судов и судов малой пассажировместимости пока запрещено. Из-за низкой видимости аэропорт Якутск не принимает самолеты. По состоянию на сегодняшнее утро метеорологическая видимость составила 300 метров. Накануне ночью во время улучшения видимости в Якутске приземлилось 4 рейса. Из Якутска на границу с Намским и Горными Улусами, где действует лесной пожар, выехали добровольцы администрации города и поведомственных учреждений. На борьбу с огнем выехал 21 человек. Они усилят группировку в составе 45 огнеборцев, которая в настоящий момент работает на участке возгорания. Помимо этого на пожаре работает 4 единицы техники. Напомним, пожар действует в 60 километрах от Магана. В селе свою работу продолжает штаб. Активисты ведут сбор денежных средств. На сегодняшний день ими было собрано порядка 190 тысяч рублей. Отмечается, что часть суммы уже была потрачена на покупку необходимого инвентаря и продуктов. Сейчас задача поставлена нашим коллегам, чтобы они выехали на 3 дня. Дополнительно мы сейчас опять же готовим людей на замену. Так, ситуация остается все равно сложной. На данный момент работа по опашке произведена около 8 километров до реки Чакая. Это от базы Тура. Сейчас ребята будут все равно у нас отрабатывать в части окарауливания и продолжения опашки. Еженедельно на тушение лесных пожаров из добровольческого штаба, который был организован в столице региона еще 19 июля, направляются несколько десятков якутян. Какие меры поддержки получают добровольцы, сегодня расскажет в материале Дмитрия Тымырова. Независимо от времени суток и дня недели на борьбу с лесными пожарами ежедневно направляются добровольцы-волонтеры в самые горячие точки Якутии. Кто-то сам собирает команду, а кто-то едет по линии регионального оперативного штаба. Сегодня мы выезжаем в Намский Улус, населенный пункт село Тастах. Мы молодежь республики, мы как общественники не остались в стороне от той ситуации, которая сейчас столкнулась наша республика. Мы пока сегодня собрали 10 человек, но все члены нашего парламента, они сейчас работают практически во всех районах нашей республики. В целом на сегодня с момента создания центра более 900 человек, как отметили в добровольческом штабе, были направлены на борьбу с лесными пожарами. Конечно, работа очень нелегкая. И на самом деле это именно добровольческий штаб. Добровольческий – это от слова «добрая воля». Помогаем по доброй воле. И, конечно, здесь приветствуются те, кто приходит на безвозмездной основе помогать тушить пожары, помочь Родине с тушением пожаров. Так и есть. Добровольцы работают по собственной инициативе, а многие даже выезжают на борьбу с огнем повторно. Вчера приехали с Горного Улуса, село Орто-Сур. Там были в мобилизационной группе от Министерства Арктики. Там мы
пробыли 3 дня. И вот вчера пришли. Сейчас собираемся вот с друзьями в Усалдан. Конечно, энтузиазм и подобное единение похвальны, но не каждый может бросить работу и семью и уехать на борьбу с огнем даже при наличии такого желания. Поэтому работа по поддержке самих добровольцев также ведется. Так, общественный добровольческий штаб смог добиться того, чтобы все энтузиасты получали хоть какую-то помощь. Каждому добровольцу, который через наш штаб выезжает на пожаротушение, будет произведена оплата через ГАО «Якутлесресурс» по факту тушения пожаров после приезда. И этот механизм у нас уже с сегодняшнего дня будет в системе, потому что специалисты с ГАО «Якутлесресурс» будут находиться у нас здесь в штабе и каждому объяснять, как это производится. Также многое зависит от позиции руководства ведомства или предприятия. Так, некоторые руководители для своих сотрудников, кто изъявил желание пойти тушить пожары, сохраняют заработную плату, а кто-то даже оформляет им командировочные. Ведь только так, объединившись и помогая друг другу, мы сможем одолеть огненную стихию. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Джулстан Иннокентьев, Якутск. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.